Кстати, в магазине мне дали вот такую муку. Производство Россия. Первый раз в жизни буду пробовать российскую муку. Обычно мы же используем нашу казахстанскую муку. Вкусную. Ну, не знаю, теперь попробую. Я молча взяла, потому что по цене она дешевле, чем наша казахстанская мука. Вчерашняя капуста, если ее сразу не использовать, на следующий день или в течение 3 дней будет стоять в холодильнике и тихо гнить. Налила немного растительного масла. Капусту мелко нарезала. Я лук не буду добавлять, потому что хочу, чтобы был вкус только капусты. Пусть тушится. А теперь давайте посмотрим, что у нас с тестом. Российская мука. Ну-ка посмотрим. Ого, смотрите-ка. Смотрите-ка. Ого-го. Прошло 10 минут, уже капуста жарится. И здесь мы посолим. Немного растительного масла. И тоже добавлю сливочное масло. Быстро жарится. Даже 10 минут не прошло. Смотрите. Я поставила на средний огонь. Убавила огонь. И пусть потихоньку тушится. Вот. Прошло еще 5-7 минут. Смотрите, она уже капуста почти готова. Быстро готовится, да? Смотрите, я давно просто не тушила. Мне нравится вот такая соль. Она действительно вкусная. Чуть-чуть добавлю. Вот добавила соль. Для красивого цвета думаю, хватит. Черный перец тоже немного. Теперь можно добавлять сливочное масло. Вот и вот примерно вот такой цвет. Красивый? Все, я выключаю. Тесто еще раз поднялось, смотрите. Такое мягенькое тесто. Уверена, что пирожочки будут вкусными. Все, приступаем к лепке. Тесто разделила на такие кусочки маленькие. Небольшие пирожочки получатся. Сейчас начну лепить. Вот такой небольшой кружочек. И сейчас начну лепить. Капуста мягенькая. Вот такие маленькие пирожочки. Мне нравится, когда они аккуратненькие, маленькие. Пирожочки сейчас начнем жарить. В общем, ребята, мои маленькие пирожочки стали огромными. Ну, не прям огромными, но большие. Стандартными, обычными. В общем, тесто хорошо поднялось. На вкус я не знаю, я еще не пробовала. Как попробую, я вам скажу. Хорошо жарится. Мне нравится, когда цвет такой красивый, а не бледный.
общем, ребятки, получились и вот такие пирожочки. Ребеночек кушает лепешку. Смотрите. Пышные, мягкие. Сейчас попробую. Вот я пробую. Смотрите. Сейчас чай поставлю. Вкусные получились. Так что мука не подвела. Ну, конечно, надо учитывать, что тесто было на молоке. Молоко казахстанское. А у нас, кстати, очень вкусное молоко, оказывается. Мы, оказывается, не ценим то, что имеем.